Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Сегодня мы начинаем очень большую тему личные окончания. В казахском языке личные окончания присутствуют почти во всех частях речи: в имени существительном, прилагательном, числительном, местоимении, глаголе, причастии. А сейчас рассмотрим имя существительное и его личные окончания. Итак, сегодня у нас 6-й урок, 6 сабақ, личные окончания. Жіктік жалғау, зат есім, имя существительное, жекеше тұр, единственное число. Сұрақтары, вопросы: кіммін, кімсің, кімсіз, кім? Кто я, кто ты, кто вы, кто он или она? Это сами личные окончания для мягких слов и личные окончания для твердых слов. Здесь мы на мониторе видим личное окончание, или, по-другому говоря, схему новой темы: имя существительное плюс личное окончание, слова, к которым мы будем присоединять местоимение плюс окончание. Презентацию присоединения окончаний мы начнем в обратном порядке. Будем идти от третьего лица к первому лицу. Третье лицо – это ол. Как я уже говорила, в казахском языке нет категории рода, поэтому ол переводится на русский язык он или она. Итак, давайте начнем. Ол мұғалім, он учитель, она учитель. Ол студент, он студент, она студентка. Ол аспаз, он повар или она повар. Очень легко, никаких окончаний не добавляется к этим словам. Идем ко второму лицу. Второе лицо, вежливая форма, это вы. Сіз, мұғалім, сіз. Как только произносим сіз, автоматически появляется окончание сіз. Очень легко запомнить, потому что и окончание, и местоимение звучат одинаково. Сіз студент, сіз. И сіз аспаз, сіз. Разница только в том, что здесь мягкий вариант окончания, а здесь твердый вариант окончания, потому что аспаз слово твердое, поэтому мы подбираем окончание сіз. Очень легко запомнить разница между этими окончаниями в один звук. Здесь мягко произносится, здесь твердо произносится. Идем дальше. Сен, ты. Теперь как мы скажем ты учитель? Сен мұғалімсің. Сен студентсің. Сен аспазсың. Эти окончания тоже легко запомнить. Разница лишь в одну букву, в один звук. Здесь произносится мягко, потому что присоединяется к мягкому слогу. А здесь твердый вариант, потому что присоединяется к твердому слогу. Сен мұғалімсің. Ты учитель, сен студентсің. Ты студент, сен аспазсың. Ты повар. Первое лицо заметно отличается от второго лица тем, что здесь окончание больше. Мін, бін, пін, то есть 3 варианта окончаний. Вот 3 для мягких слов и 3 для твердых слов. Получается 3 пары окончаний. Теперь мы сюда подойдем немного по-другому. Мы начнем с того, что мы знаем. Мы знаем, что если слово оканчивается на глухой согласный, то по принципу подобное притягивает подобное, окончание будет начинаться с глухого согласного. Значит, сюда подходит пн. Мен студент пн. Следующее, что мы должны запомнить, это буква з в конце слова. Если слово оканчивается на з,
то окончание должно начинаться с буквы «б», потому что «з» и «б» буквы дружные, они всегда вместе. Поэтому сюда подходит «мен аспазбын». И в остальных случаях всегда будет окончание «мн» для мягких слов или «мн» для твердых слов. Если мы знаем правила, то это запомнить очень даже просто. Итак, теперь давайте переведем наши предложения. Мен мұғаліммін, я учитель. Сен мұғалімсің, ты учитель. Сіз мұғалімсіз, вы учитель. Ол мұғалім, он или она учитель. Мен студентпін, я студент. Сен студентсің, ты студент. Сіз студентсіз, вы студент. Ол студент, он или она студент. Мен аспазбын, я повар. Сен аспазсың, ты повар. Сіз аспазсыз, вы повар. Ол аспаз, он или она повар. Давайте теперь рассмотрим отрицательную форму личных окончаний имени существительного. Итак, тут даются готовые примеры. Мұғалім емес. Емес означает не, отрицательная частица не учитель. То есть получается в русском языке, если не будет стоять впереди, в казахском языке после слова стоит не, отрицательная частица. Итак, здесь написано не учитель. Теперь мы должны сказать, кто не учитель. Построение предложения давайте начнем тоже с третьего лица. Итак, начнем со слова ол. Итак, ол мұғалім емес. Он не учитель. Ол студент емес. Он не студент или она не студентка. Как только мы берем сіз или произносим сіз, автоматически выскакивает окончание сіз. Сіз мұғалім емес сіз. Вы не учитель. Сіз студент емес сіз. Вы не студент. Как только мы говорим сен, ты, автоматически выплывает окончание сын. Сен мұғалім емессің. Сен студент емессің. Мен мұғалім емеспін. И мен студент емеспін. Я не студент. Если в русском языке емес стоит перед существительным, то в казахском языке получается наоборот. Сначала слово, а потом отрицательная частица емес. И к нему добавляются окончания. Итак, давайте переведем наше предложение. Мен мұғалім емеспін, я не учитель. Сен мұғалім емессің, ты не учитель. Сіз мұғалім емес, вы не учитель. Ол мұғалім емес, он, она не учитель. Мен студент емеспін, я не студент. Сен студент емессің, ты не студент. Сіз студент емессіз, вы не студент. Ол студент емес, он не студент. Язык – это средство коммуникации. Какую коммуникацию решает пройденная грамматика? В какой ситуации она применяется в живой разговорной речи? Давайте рассмотрим примеры. Алло, сәлеметсіз бе? Мен Артурмын. Сіз сәкенсіз бе? Жоқ, мен сәкен емеспін. Мен Тимурмын. Кешіріңіз, мен қателестім. Оқасы жоқ. Сау болыңыз, сау болыңыз. Алло, здравствуйте. Я Артур. Вы Сакен? Нет, я не Сакен. Я Тимур. Простите, я ошибся. Не стоит. До свидания. До свидания. Біреу есікті түртті. Кімсіз? Көршімін. Қай көршісіз? Жаннамын. Кто-то постучал в дверь. Кто вы? Я соседка. Какая соседка? Или из каких соседей вы будете? Я Жанна. Подведем итоги урока. Мы сегодня познакомились с личными окончаниями существительного. Они присоединяются только к первому и ко второму лицу. Третье лицо не имеет личного окончания. В отрицательной форме они присоединяются к отрицательной частице емес.